институт омбудсмена на международном уровне он признан как лицо, которое поощряет и призывает госорганы и государства соблюдать права человека. Институт омбудсмена призван защищать права граждан. Однако сейчас часть сотрудников аппарата сами ищут защиты. На имя президента в ГКНБ и Джогоркенеш было направлено официальное письмо, в котором говорится, что почти 90% работников аппарата омбудсмена просят у всех ветвей власти помощи. Специалисты просят срочно рассмотреть вопрос об освобождении от должности Атыр Абдрахматовой в связи с нарушением ею статьи 109 Конституции. В письме указано, что с момента прихода Атыр Абдрахматовой в должность Акикатчи в аппарате создалась нездоровая обстановка. Сотрудники также жалуются, что новый руководитель с первого дня увольняет сотрудников. Кроме того, она вдвое увеличила рабочую нагрузку на персонал. Я работаю в аппарате с 2008 года и проработала со многими омбудсменами. И сейчас могу сказать, что Атыр Абдрахматова плохой руководитель. С первых дней работы она относится к нам грубо, создает интриги в коллективе, заставляет обратившихся граждан писать на нас заявления, что якобы мы не выполняем работу, необоснованно обвиняет нас. К примеру, недавно я побывала в командировке в Грузии по проекту. Отправляла нас сама Абдрахматова. Имеется резолюция. Однако сейчас она подделала все документы и обвиняет меня в том, что я самовольно уехала за границу. Это нарушение всех прав. Наша съемочная группа связалась и с другими сотрудниками аппарата. Они сообщили нам, что опасаются комментировать работу Абдрахматовой, поскольку она угрожает им увольнением. До этого наши коллеги давали интервью НТРК. Сейчас в отношении этих сотрудников ведется служебное расследование. Дело отправили в прокуратуру и госкадровую службу. Пока решения нет. Нас обвиняют, что мы, как госслужащие, даем интервью. Однако Атыр Абдрахматова сама, ущемляя наши права, очерняет нас и пишет о нас в соцсетях. Сейчас она, как руководитель, имеет власть, делает то, что хочет. У нас нет возможности себя защитить. Жаңағы айлықты толық бербегенне себебі. Мы намерены обратиться в суд за справедливостью. Она делит коллектив на два лагеря. Самовольно урезает нашу зарплату, а своим приближенным дополнительно начисляет надбавки. Одним словом, институт омбудсмена превратился в пиар-компанию Атыр Абдрахматовой. Сейчас она занимается только самопиаром. Те вопросы, которые мы, как эксперты, решили, присваивает себе и выкладывает в соцсети. Она ведет себя как хозяйка. Приходит на работу в 4-5 вечера и выкладывает в соцсети работу, которую на самом деле не выполняла. Мы хотим добиться справедливости. Жалобы и митинги сотрудников омбудсмена, которые требуют отставки от Абдрахматовой, это нонсенс, сообщил депутат Джогоркенеша Кундузбек Сулайманов. Во время доклада Акикатчи он усомнился в ее профессиональном соответствии с занимаемой должностью. По словам депутата, если она не сможет найти общий язык с сотрудниками, то не сможет и защищать права граждан. Талқылауындағы тоқтатып, докладында тоқтатып, ошондой эле ишенбөөчүлүк көргөзүүнү сунуштап коюлду. Фракциянын чечими бар. Атажурт Кыргызстан фракциясын жактырылбасын деген чечим бар. Азыр письменный алып келе жатат окшойт. Ошону добушка коюп берин. Жогорку кеңеш позициясын билдирди акыйкатчыга. Я видел митинги, слышал, читал об их требованиях. Если нарушаются права и свободы сотрудников аппарата омбудсмена, то как этот сотрудник омбудсмена может защитить права других людей? Нонсенс опять. Ему самому стыдно, потому что он себя не может защитить, а здесь к нему обращаются люди: защитите меня. Поэтому сперва надо наладить порядок в своем хозяйстве. Если в институте омбудсмена нарушаются права работников омбудсмена, значит омбудсмен плохо работает. И действительно тогда депутаты правильное решение приняли. Во время ежегодного доклада омбудсмена стало известно, что в течение прошлого года в период работы Акикатчи Атыр Абдрахматовой было направлено всего 46 актов реагирования в адрес госорганов и органов МСУ о необходимости устранения правонарушений. Из них 41% решен положительно. Сколько было направлено по поводу именно вопрос женщин, насилия женщин и несовершеннолетних? Именно по этому вопросу у меня был вопрос. Сколько актов реагирования? Более 4. Сколько? Более 4. 4 точно.
по Токмаку, То по есть Сокулуку. 4 акта реагирования, и вы считаете, что вы пытались тем самым улучшить этот показатель? Потому что мы не милиция, которая должна преследовать преступника. По сравнению с 2021 годом, в прошлом году реальная активность деятельности омбудсмена была снижена в 2,5 раза, говорят отдельные сотрудники аппарата. Стоит отметить, что в 2021 году практически 6 месяцев аппарат омбудсмена работал без руководителя. Когда я писал законопроект об омбудсмене, и когда мы устанавливали фундамент института омбудсмена, мы закладывали идею того, что если человек не нашел правды нигде, не нашел правды, он идет к омбудсмену, омбудсмен как посредник международной властью решает этот вопрос. Омбудсмен должен свои проблемы засунуть в самый дальний ящик. На первом месте должны быть интересы того, кто обратился за восстановлением нарушенных прав. Поэтому это количество актов реагирования, ну, это, во-первых, мало. Во-вторых, это еще не показатель того, что омбудсмен прекрасно работает. Если количество защищенных граждан увеличивается, вот это оценка работы омбудсмена. Когда я работал омбудсменом, мне за 5 лет обратились 60 тысяч граждан. Из них каждую третью я решил в пользу заявителя. В итоге Джогор Кенеш не принял доклад омбудсмена о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в стране за прошлый год. Парламентская фракция Атажюрт Кыргызстан в соответствии с нормами регламента Джогор Кенеша внесла предложение о досрочном освобождении Атыры Абдрахматовой от должности акикатчы, которое направлено на рассмотрение профильного комитета Джогор Кенеша. Однако после этого сторонники Атыры Абдрахматовой приступили к организации митинга в защиту омбудсмена. По их словам, Атыра Абдрахматова хороший акикатчы и сделала больше, чем прежние главные правозащитники вместе взятые. Мы должны выйти против увольнения Атыры Абдрахматовой. Сейчас многие поддерживают ее. Ради своей совести мы должны выйти на митинг. Мы должны оставить ее в должности. Если депутаты уволят ее, мы должны выйти на митинг к Белому дому. Мы приедем из Баткена и устроим пикет. В парламенте Атыра Абдрахматова также сообщила, что Генпрокуратура 2 раза проверяла институт омбудсмена по жалобам сотрудников и не нашла нарушений. Однако ее подчиненные считают это ложью. По их данным, Генеральная прокуратура осуществила проверку в части рассмотрения сроков обращений граждан по обращению ранее уволенных Абдрахматовой сотрудников аппарата в июне прошлого года. В настоящее время по результатам проверки со стороны Генеральной прокуратуры официального заключения не имеется. Ахмер Нурдинова, Чингис Тохторбек, уулу, ЛТР, Бишкек.